Фу, благодать. Доехал, ребят. Я сюда сегодня хотел доехать, и я доехал. Вот избушка у Валентина. Там избушка у Сергея. Здесь конюшня была дальше. Там поля, бесконечные поля. Сейчас, конечно, все зарастает. Давно-то тут я не был. Давайте зайдем. Посмотрим избы. В общем, классное место, конечно, только зарастает. Здесь, между прочим, зимой, вот где-то вдоль этих полей, медведь задрал кабана, съел кабана. В общем, порвал живот там, охотники видели и слышали это. Вот. Ну что, давайте обзор небольшой сделаю. Трицикл молодец, меня привез сюда. Надеюсь, обратно довезет. Здесь кострище в стороне от избы. У Валентина всегда все ухоженное, все красиво. Ну, сам, в принципе, тоже мужик порядочный такой. Вот здесь, оказывается, еще вторая печка. Смотрите. Тут раньше сено заготавливали. Здесь стоял такой... А, вот даже есть он. Круг. Вот. Этот круг. И один сидел там, а второй крутил. И получается, точили косы. Вот. Там для собаки будка. Столик добротный такой. Хороший. Кабель туда идет, наверное, электростанция где-то там устанавливают. Вот. Здесь поддувало. Ну, что проветривало. А тут что? Какая-то коробка непонятная. Ну, не будем разглядывать. Там поленница, смотрите, заготовили дрова. Там гараж типа, наверное, какого-то. Там сарай какой-то. Вот. Здесь вторая избушка. Вот здесь ток, сено. Раньше, наверное, стоял. Вот. Колышко тут есть. Какая-то постройка, наверное, старая изба тоже здесь была. Но этот, наверное, закрытый. Ни разу сюда не заходил тоже. Да, закрытая изба. Вон даже сарай тут, смотрите, наверное, коров тут держали. Вот. Тут тоже что-то развалюха какая-то. Ну, изба это открыта. Сейчас зайдем, посмотрим. В принципе. Сарай из горбыля. Может, что-то там. Я не знаю. Даже не хочу думать, что там может быть. Там что-то. Даже электричество туда идет. Так, чолом зорокерка. О! Первым делом это холодильник я увидел. Ух ты! Это здесь что? Вода? Это походу где-то течет, что ли? Очень много таких, как сказать, как же эти-то? Забыл. Ой, осы, наверное, живут. Чолом зорокерка. Смотрите, какая добротная, хорошая избушка. Всегда есть дрова. Вот. Тут одеяло, матрас. Вот, ну, конечно, хорошо все здесь оставлять, но вот мыши потом поднимаются и просто гадят. Противно потом. Кружки, ложки, все на месте. Икона вон там. Скотч, как и в моей избе тоже скотч. Приправа. Ручек много, наверное. Кроссворды вот эти. Сканворды любят там. Смотрите. Диодовая лента. Вот здесь выключателем. От аккумулятора она идет.
Вот часы. Здесь вот типа маленькой кухни. Вот, ну что-то вот в котелке что-то там осталось еще. А, просто вода там. Там в тазике вода. Чайник, 2 чайника, там котелок. Ну, она может, как сказать, здесь чай буду скипятим там. Ну, в термосе у меня пока есть. В термосе есть, но можно, в принципе, скипятить чай. Одна полена там одолжу у Валентина. Раскалю там щепотки там. И можно там на костре. Только за водой придется к речке сходить. Вот. Здесь я в избушке был. Хозяин тут тоже был. Интервью давал мне. Рассказывал про это место. Не помню в каком фильме, в каком году. Я на осенней охоте на рябчика сюда подходил, приходил. И пообщались с ним, с Валентином. И вот начало этого места даже началось это на дед или прадед вот начинал. Короче, даже можно сказать, это Валентин смотрящий этого микрорайона. Вот. Мне надо переодеться, у меня еще трико там надо снять, потому что жарко становится. Сейчас попробуем, сейчас, конечно же, съездим к реке. Здесь таежная речка еще небольшая. Там мост надо посмотреть, интересно, там ни разу не видел. К мосту съездим. И вторую избу также обзор сделаю. Там новое окно поставили, хозяин поставил. Посмотрим, пластиковое окно, наверное, поставили там, глянем. Так что еще интересно будет. Обзоры. Всем интересно посмотреть обзоры. Как мы живем, как у нас строят избы. Вот планировка такая в России, там посмотришь в других областях, и везде окна в середине и по бокам нары, а у нас в каждых избах нары в углу. Здесь у нас столик, нары, печка, ну и обычно вот здесь получается, что для посуды полка, а здесь обычно вещи развешивают. Ну вот везде разные, вот планировка такая. Ну, в принципе, изба чистая, хорошая. Пока не буду говорить, что пока изба, потому что, возможно, я сейчас еще сюда зайду, как сказать, чай скипятить. Да и переодеться. Сперва, наверное, переоденусь тут. Лишнюю одежду сперва сниму. Вот здесь сниму и потом уже дальше поедем. Двигатель пусть подостынет. Вообще здорово, ребят. Я очень давно мечтал об этом походе. Я наконец-то здесь. Кроме этой избы и той избы еще... А, вот тут даже есть, наверное. Ага. Или баня здесь. А, вон колодец, ребят. Колодец. И там должна быть изба еще. Может, и уже даже и нету. Хозяин давно умер. Здесь много изб было. И была еще конюшня большая. В селе у нас много было этих лошадей. И все лето паслись лошади именно вот здесь. На лето сюда пригоняли, они паслись, и уже весной для них работа, и осенью, зимой они работали, сено вывозили из лугов с тайги. А летом они паслись тут. Медведи драли их тоже, вот просто телята вот с этих маленьких коней. Давайте вот чуть позже еще сходим, но сперва мне надо раздеться, становится жарко. Я говорю, тут очень много интересного, и если, скажем, вот Валентин мог бы про все рассказать, про вот этот микрорайон. Там еще избы, там еще большая настоящая, как в селе, большая избушка есть. Дом-то есть. Раньше здесь дома тоже были. Настоящие дома. Не знаю, история. Но здесь хлеб вроде тоже сажали раньше. Ну, в основном, наверное, тут работали по лесоповалу. Но могу ошибаться. Не буду выдумывать.
Но Валентин вроде говорил, что рожь тут тоже сажали. Интересно. Вообще класс. В общем, снял демисезонную куртку и трико. Сейчас получше. Но кофту пока не стал снимать, потому что буду еще ездить. Ну что тут у нас дальше? Получается, вот тут какая-то, ну может даже и туалет здесь. А здесь все-таки баня. Да. Здесь тоже старая баня была. Смотрите, раньше... Вот сейчас крыша сделана. Одна лага, вторая лага. А раньше одна, вторая и третья. Как бы раньше вручную все делали и не ленились. Больше лаги ставили. Да, и снега больше было, конечно. Вот, дорога идет вон туда. Куда-то вон в ту сторону. Да, здесь избушка. Раньше здесь изба была. Но этот человек раньше здесь и заготавливал метлу, сдавал, этим занимался. Но он умер и все. Короче, сгнило. Ну, тут что у нас? Колодец. Колодец. Настоящий, таежный. С водой. Вон вода есть. Вот. Видите? Так что колодец рабочий. По старинке вот таким, как сказать, котелок. Вот. Черпают и ведро так вливают. Вот это на шесте, вот шест высокий, как удочка. И черпают вот этим. Так что все интересно. Там что? Или так? Или медведь тут ходил тоже? Да нет. Поле вот это все заросло, к сожалению. Даже, наверное, я не найду сейчас место, где стояла конюшня. Да, избушка. Точно, изба была здесь. Здесь какая-то постройка еще была, доски. Вот, пожалуйста, все сгнило. Капец. Я помню, я еще сюда заходил, в эту избу. Что-то вроде тут кто-то тоже ходил, смотрите. Или после дождя это все, наверное, придавило. Кто его знает, блин. Может, медведь тоже есть. Вот двойное окно я вижу. Тучи идут, к сожалению. Вон там дом настоящий. И вот туда и не видно. А там дом-то есть, стоит. Один из домов, который еще существует здесь. Вот. Ну, на обратном пути туда заедем. Тут какой-то сарай тоже был. Да, если не ошибаюсь, ребят, вон где-то за кустами, за теми кустами конюшня большая была. Бля, еще заросло-то как. Вот это да. Там беседка и, ну, живой дом. Там осенью и весной охотники охотятся. Хозяйство держат. Так, ладно, да, там дальше ничего вроде нету. Туда сейчас съездим. На трицикле до моста съезжу. Так, двигатель немножко остыло. Ну, топливо пока не закончится, буду кататься. 25 километров, ребят, до сюда. 25. Я думал 30 или больше. 25. 25 с копейками. Да, тут мост.
сухой мост. Это с вот этих еще. От лесорубов мост оказывается. Вот таежная речка. Ну. Понятно. Но здесь-то проеду я легко. Вот таежная речка, ребят. Большая тоже. Конечно, путешествовать тоже интересно. Дальше и дальше хочется поехать. Но я не подготовился сегодня, ничего не взял. Не хочу. Там тоже дорога разная. Где-то проедешь, где-то буксуешь. Вот. Тут видно, что сухой участок. Ой, дождь начинается, ё-моё. Фу. Это небольшая туча. Ладно, разворачиваюсь и ко второй избе поедем. Тут эта речка выходит на основную реку. Тут большая река будет. Там спиннинг покидаю. Ну, я доехал. Самое главное, посмотрел. Может, еще будут походу сюда. Только вот каракаты здесь следы. Вот видите, каракаты ездят. Но я здесь проскочу легко. Мне много места не надо. Вот эта ширина мне достаточно, чтобы я проехал. Вот такой вот речушка. Здесь тоже проеду. Просто газку дам и все. Все, ладно, давайте до второй избы съездим. Опять дождь начинается полным ходом. Крою пока. Ну вот, пластиковые окна, о чем я говорил. С одной и с другой стороны. Вот так. Ладно, зайдем. Это уже один раз, пока сюда я заходил. Ух, просторно. Пиво, любители пива. Очень много бутылок. О! Две нары тут даже. Вот одна. Чем-то не тканкой какой-то обшита. Вот вторая. Тоже нары высокие. Кирпичная печка, чтобы комары не заходили. Закрою. Присутствует запах дыма. Ну, видно, что курят. Чувствуется для хлеба и мяса. Вот, пожалуйста. Так что селедки тут не резать, чтобы запах рыбы не было. Тоже проводка, электричество, розетка. Часы идут 6 часов 27 минут. 2024 год. Ну, одеяло все вот так сложено здесь. Вот. Как бы я не знаю, сколько человек тут живет, но вот место вот здесь, проход, во-первых, узкий и очень мало места, простора нету. Вот такие дела. Но все-таки нары может чуть-чуть меньше сделать, чтобы просторнее было. Ну, хозяин барин там сам уже. Сейчас
запишу. Что-нибудь автограф оставлю. В тетради свой автограф оставил. Тут на печи вижу, для мышей тут оставили хлеб, сухари. Поддувало. Ну, я не знаю, это не поддувало или как это называется. Открытым оставлю. Потому что пусть дышит изба, понимаете? Надо всегда оставлять и печную трубу, чтобы тяга была, чтобы дышала печка. Потому что когда не живешь в избушке, кирпич отсыревает и он начинает разрушаться. В то же время, и когда поддувало закрыто, вот этот запах, что вот, я не знаю, нехороший. А он свежий воздух будет гонять. Во-первых, не будет сырости в избушке. И, как сказать, вот такие подушки, одеяла не отсыреют. Тут тоже видно, как заготовили дрова. Вот приехал, сразу же затопил. Ну, в общем, Сергей, все классно. Все уютно, все чисто. Так что не знаю, когда я здесь больше буду. Редко сюда приезжаю, но надеюсь, еще будем здесь. Тут тоже чеснок оставили, вот. И здесь, я не знаю, это что такое. Красный перец, перец любят. Антикомарин, да, пластины, вот молодцы, оставили тоже. Так что все класс. Стекло, окно с двойным стеклом. Большие окна. Ну, в принципе, все хорошо. Наверное, там дождь перестал. Тут тоже просторно. Да, вроде дождь перестал. Ладно, избушка. Если что, там чай буду пить, наверное, уже. Чай у Валентина попью. Там здесь много травы. Крыша тут, кровля, смотрите. В этом, как сказать, профнастил. А тут уже речка. Вот беседка классно построена. Надеюсь, на фундаменте каком-то. Должно быть на фундаменте. Вот, пожалуйста. И здесь все заливает. Все заливает. И весной можно сидеть уток, стрелять прям с беседки. Вид хороший, классный. Ну, баня, думаю, по-черному или же белая баня. Сейчас посмотрим тоже. Интересно, как-никак. Тоже баня построена. Но она, отремонтирована, может, даже какие-то старые бревна, я вижу. Да, старая баня отремонтирована. Вот такая ручка от крышки какой-то. Ух ты. Да у Сергея тут евробаня, ё-моё. Тут евробаня, натуральная евробаня. Тоже присутствует запах. Ну, двери закрытые. Так. Нары. Такие вот гнутые, это почему-то тоже. Или стойки там на стойках они завис, вот видно, как гнутые бани. Видно, что веником парились тут. Печка добротная, печка вообще класс, огонь. Железная труба, шифер, безопасность. Угу. Но это не черная баня, это белая баня, так называемая. Как бы топишь и паришься. Ну, самая хорошая штука, вещь. Да, это старая баня, старые бревна, там черная баня по черному была видно. Потом отремонтировали. Вот. Тоже вот закрыто. Даже не открывается, не буду открывать. Ну, все здорово. Баня высокая, между прочим, вот мой рост. Мой рост. И даже как на второй избе у меня избушка такого, ну, как сказать, такой высоты. Класс, Сергей. Баня понравилась.
Антисептиком тоже обработано. Вот пол высокий. На его век хватит эта баня тоже. Был достаточно. В этом году она пилка еще свежая. В этом году ремонт был. Доски такие хорошие, добротные тоже. Все, класс. Дверь не закрывается. Да, дверь не закрывается, к сожалению. Придется рубанком поработать. Все. Такой небольшой обзор. Хорошая баня. Здесь для рыбалки вот такое место. Покидать спиннинг. Я только надо было мне бродни взять с собой. Хотел, но не взял. Ух, там ветрище. Там ветер сильный, ребят. Я думаю, там туча, ливень идет. Прям ветер шумит. Видите, как красиво. Вода большая. Блять, надо было бродни взять, чтобы вот чук-чук-чук по траве там зайти. Туда поглубже. Покидать. А отсюда не покидаешь спиннинг. Давайте еще посмотрим вот этот нежилой старый дом, который раньше жили. Вон, смотрите, перерубное, или как это называется. Тут, наверное, еще жилое помещение. Ну, не жилое, а здесь хлев, наверное, был. С такими вот окнами большими. Видите? Все сгнило. Стены вон. Блин, вот так подумаешь, раньше вот здесь люди жили, ё-моё. Вот, как сказать, зачесаны вот это все, стены. И обоев, наверное, тогда не было, просто газетами там обшивали, что-то вот, все в газетах, видите, вон там еще висит. Там вторая комната. Там дверь. Вот это да, ребят. История, бля, все уже в прошлом. Вот если отсюда взять вот поле и до тайги, там все поля были. Фу. Там вторая комната, да, еще тоже. И черемуха здесь очень много. Ух ты, черемухи в этом году. Горбыль. Смотрите, сколько горбыля привезли тут. Вот это черемуха, да. Смотрите, сколько в этом году черемухи. Это раздолье для рябчиков, для медведей. Черемухи, если много, и рябчиков должно быть. Очень много черемух. Пока зеленая, потом краснеет, потом уже чернеет. Но уже она, в принципе, она есть. Очень много. Ладно, ребят, наверное, я поеду. Дальше хотел или чай попить. Давайте у Валентина сейчас чай попьем. И поеду ниже. Тут невозможно рыбачить, тут травы много. К сожалению. Дальше места тоже не знаю. Где-то может и можно. Ух ты, вон смотрите, как плещется. Вот, там щука, наверное, или окунь. Покоя не дает малькам. Жалко, бродни не взял, дурак. Вот это я профукал. Вон там тоже мелочи много.
Ну вот. Ну все, ребят. Сейчас попьем чай. Чай чемпион. И дальше в путь. Так. Все. Такой плов. Это сын тоже с Питера привез. Вот такой. В Санкт-Петербурге там продают. Надо погреть. Но я холодным так немножко попробую. Что за приправы моря. Так, плов с говядиной. Так, попробуем. Что за плов такой? Вкусно. Угу. Конечно, если подогреть, еще вкуснее. Летняя дорога, не знаю. Может туда и не лезть вообще. Найду ли я вообще эту дорогу? Сперва пешком, наверное, схожу. Реально могу заблудиться там. Угу. Ну, яйцо еще съем. В принципе, нормальный обед будет. Так что небольшой перекус показал. Отдыхаю в избушке. Ну и сейчас поедем дальше.